В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Крупнейшим спортивным событием этого года в Якутии станет 22-я спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчары». Грандиозное по масштабу событие состоится в Татинском Улусе с 7 по 13 июля. Отборочные чемпионаты и первенства стартовали в республике с 8 февраля. О подготовке к Якутской олимпиаде и промежуточных итогах квалификационных соревнований мы сегодня поговорим. Наш гость студии Гаврил Махначевский, первый заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия. Гаврил Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Министерство спорта Якутии и общественность Татинского Улуса отметили выход на финишную прямую до начала игр Манчары. Да? Остается всего лишь 100 дней. И как сейчас у нас идет подготовка к Якутской олимпиаде? И сколько вообще квалификационных соревнований было проведено? И сколько разыграно вообще путевок? Да, добрый день еще раз. Да, вчера мы провели, было мероприятие, посвященное именно к 100 дней до начала игр. Значит, данное мероприятие было организовано организационным комитетом, соответственно, Минспортом и муниципальным районом Татинского Улуса. Да? Почему это проводится? Потому что все-таки цель, задача данного мероприятия это один из самых главных мероприятий текущего года. Очень большое мероприятие. Данная спартакиада будет объединять всю нашу республику именно в Татинском Улусе. Игры Манчары проводятся 22 раз. Значит, вчера была представлена презентация именно брендбука данных игр. Также проводилась в площади Разникидзе и Саха-театре. Платон Алексеевича Аюнского, как является Платон Алексеевич Аюнский уроженцем Татинского Улуса, значит, муниципальный район организовал мероприятие, соответственно, в данном театре, да. Они был посвящен, также было к Татинскому району в целом мероприятие, где большая делегация приехала с данного муниципального района, и организовали ряд мероприятий. Были показаны также продемонстрированы виды спорта в целом для наших горожан, показательные мастер-классы были, и, конечно, все те люди, которые приехали посмотреть на эти мероприятия, приняли участие, попробовали себя по данным видам спорта. Так, и по путевкам сколько раз? Да, действительно, каждый вид спорта будет в финальной части будут принимать участие именно обладатели путевок. Путевка разыгрывается у нас на чемпионатах республики, где поедут сильнейшие спортсмены, будут участвовать на финальной части. На сегодня разыграно 774 путевок по 6 чемпионатам республики по итогам, где разыгрались по тем видам спорта, как масс-рейсинг, якутское национальное многоборье, якутские прыжки национальные, да, по борьбе, национальной борьбе Хапсагай, которая тоже буквально вчера завершилась, и по якутским настольным играм. И сейчас еще до 15 июня у нас будут разыгрываться еще оставшиеся путевки. На сегодня это будет 1400 путевок будет в целом. Сейчас остаются еще виды спорта, получается половина еще видов спорта остается, будут еще разыгрывать свои обладатели путевок. В общем, идет все полным ходом, ничего не отстает. Да, все идет согласно плану, нашему единому календарному плану, который на сегодня утвердил Организационный комитет в целом, и наше министерство. На прошлой неделе в Якутске завершился чемпионат России по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушениями зрения и специальная олимпиада среди детей с интеллектуальными нарушениями. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этих соревнованиях. Да, как говорится, ежемесячно проводятся в нашей республике такие крупные мероприятия. Например, в прошлой неделе мы провели чемпионат России и первенство среди слепых. Данное мероприятие у нас проводилось согласно единому календарному плану России, Минспорта.
где участвовало 16 регионов. Наша сборная была представлена 28 нашими спортсменами. Ну, наши спортсмены готовили наши самые опытные, скажем, наши тренера. Это Петр Николаевич Давыдов, Аркай Степанов и Аркай Ноев. Наша сборная приняли участие на данном чемпионате весьма очень удачно. 3 золотых медали завоевали, 2 серебряных и 3 бронзы. Среди женщин наша сборная команда заняла 2-е место, а среди мужчин наше 1-е место. Поэтому мы, воспользуясь случаем, хотим поздравить наших участников, наших спортсменов, которые завоевали высокие награды. На прошлой неделе в селе Сунтар состоялось открытие спорткомплекса в плавательном бассейне «Байгал». Сколько новых спортивных объектов планируется построить в этом году и где они вообще появятся? Да, да, действительно, вот в прошлой неделе в сельской местности, скажем, открыли такой прекрасный бассейн с тренажерным залом, который, на сегодня отвечающий тем условиям, которые заниматься физическим спортом и, конечно же, в первую очередь, плаванием. Сам бассейн 25-метровый. И надеемся, что данный объект будет во благо наших жителей республики, в частности, в Сунтарском районе, будет прививать к плаванию больше наших людей, когда жителей, детей и пожилых людей. Ну и, конечно же, будут готовиться тоже ребята к соответствующим соревнованиям. Так, что касается по республике в целом, в первую очередь это будут введены объекты, которые, как мы сейчас вначале сказали, это 2 старых игры Манчары, в Татинском Лусе, селе Тыккёль, и будет введены 2 больших крупных объекта. В первую очередь это многофункциональный спортивный комплекс будет введен, также будет введен стадион 3000 посадочных мест, и где будут проходить, соответственно, все наши по большой части соревнований. Так, и в селе Черкёх будет завершено строительство, монтаж модульного спортивного комплекса, тоже очень большой объект, в частности, населенного пункта, да? И также будет введен в конце года объект в селе Чапанда Нюрбинского района. Тоже такой же проектом, такой же объект, модульный спортивный зал. Также планируется в селе Крескалджай Томпонского района тоже будет введен спортивный зал. Телезрители наши интересуются, как, где и когда можно знать нормативы ГТО. Да, норматив ГТО мы сегодня, это, видим, один из таких приоритетных задач, задачи ГТО, потому что в этом году у нас, по стране это 80 лет Победы, великая дата, а также год защитника Родины нашей республики. Поэтому мы, защитники, как говорится, нашей республики, все должны сдавать ГТО, нормативы ГТО. По нашей республике всего 158 пунктов, где будут принимать нормативы ГТО. Да, это спортивные комплексы, стадионы, плавательные бассейны, где каждый может сдавать нормативы ГТО по своим ступени, то есть по своим возрастным категориям. Через госуслуги заполняется заявка о сдаче нормативов ГТО. И, конечно, 2019 года у нас распоряжение правительства, у нас есть единый день сдачи нормативов ГТО, это 20, то есть получается последняя пятница мая, то есть у нас это примерно 27-28 мая, да, поэтому всех горожан, всех наших жителей призываем к этой дате, в конце. Это будет май, все-таки в целом будет посвящен именно сдаче нормативов ГТО, как фестиваль будет.
Поэтому это май именно будет посвящен к сдаче нормативов ГУТО. Но изменений нет пока, все так же. Изменений нет, поэтому всем надо подготовиться, ну и, конечно же, сдавать нормативы ГУТО. Обязательно. Гаврил Михайлович, какие успехи у нашей сборной Якутии по видам спорта и где сейчас находятся первые номера и какие старты их ожидают, можно даже поподробнее? Ну, наша сборная на сегодня, то есть на первый квартал, скажем, да, этого года, уже завершается первый квартал, завоевано более 200 медалей, это официальных зачетов, официальных стартов, это первенство, чемпионата России, где наша сборная весьма неплохо на сегодня участвует. Ну, в первую очередь я отмечу, это Кубок Ивана Рыгина, где наш Лев Павлов завоевал серебро и также стал победителем первенства Европы до 23 лет. Также вот буквально вчера завершился у нас чемпионат России по матч-рейсингу, где ребята, наша сборная тоже достойно выступила среди мужчин и среди женщин, которые отобрались. Ну, первые номера, соответственно, будет участвовать в этом году, в сентябре, в Улан-Баторе, в Монголии, в чемпионате мира. Ну, если ряд еще тех видов спорта, которые на сегодня, вот сказать, сборная, ну, по некоторым видам спорта наша сборная готовится к некоторым официальным чемпионатам, стартам, проходят учебно-тренировочные мероприятия. Ну, на сегодня отметить также неплохо выступили ребята по стрельбе из лука, по стрельбе из полевой стрельбы, полевая стрельба, да, а также ребята по видам спорта, также те же виды спорта, но среди также спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Также вот буквально тоже позавчера завершился чемпионат Азии по вольной борьбе, где Виктор Осадин завоевал тоже серебро, тоже в связи с тем, что поздравляем наших борцов, спортсменов. Также легкоатлеты весьма тоже неплохо выступили. Ну, если так сказать, очень много будет рассказать по каждому виду спорта, если остановиться. Поэтому наши лидеры сборной нашей республики на сегодня, ну, по тем планам, которые перед ними стоит, они по этому плану идут. Ну, это очень здорово на самом деле. Спасибо, что о такой спортивной, насыщенной жизни рассказали в Якутии. Спасибо, что к нам сегодня пришли. На этом у нас все. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.